попал на ТВ, ты звезда, а дальше... И все, да? Круто, ты Народ попал на удиви. ТВ, на ТВ, на меня. Я говорю, ребята, мы все попали с такими песнями. Раньше что пели? На недельку до 2 я уеду. Куда? До сих пор маршрут помните. Ой, хороший. Или это, где ж ты, моя черноглазая, где? Вот где же еще? Боже, про какие российские города сейчас поют наши звезды, чтобы они были здоровы. Жанна Фриске выводит. А я сяду в машину, поеду по серпантину. Ну, есть чем серпантинить. Еду красиво, встречаемся в Портофино. И все мужики, где встречаемся? Я говорю, ша, выдыхайте, нигде не встречаемся. Денег не хватит до Жанны кататься. Я говорю, Жанна, ну неприлично просто, моветон. Денег нету людей, кризис мировой вообще везде. Куда ты народ зовешь? Зови куда-нибудь поближе, вот так, а я сяду в маршрутку, и народ пойдет. Возьму билет у джамшутки, народ побежит. Я, Жанна Фриске, встречаемся в Уссурийске, в Новороссийске, в Новосибирске. Нормальный ход, вот это города, правда? Или вот эта популярная песня. А я хотела бы жить на Манхэттене, и с Деми Мур делиться секретами. Я когда услышала, я чуть не захлебнулась от злости. Мне хотелось спросить певицу, а ты не хочешь ли жить на Украине? В пятиэтажной хрущевской развалине. А? Помним? А теперь заработало воображение, память там, где по подъездам ляпехи валяются и в темноте к башмакам приляпляются. Вот наш фольклор, понимаете, не забывается такое никогда. А мы потом, после таких песен, таких звезд, удивляемся, что некого на Евровидение отправлять, посылать. Посылать есть кого-то, да не туда. Дима Билан у нас, вот человек, понимаете. Он вроде бы в этом году собирается в 3-й раз поехать. Так как Басков, когда узнал, так возмутился, говорит, у тебя что, абонемент? Вот, а ты, говорит, Коля, с чем собрался ехать? Он говорит, как с чем? Натуральный блондин. Он говорит, у натуралов шансов нет. Говорит, у тебя самого главного нет, что нужно для победы. Прыжка. Говорю, да, Диме Билану, кстати, дали пожизненную визу в Австралию с прозвищем Дима Кенгур, наш человек. Боже мой, но у нас желающих поехать в Евровидение за победой море. Вот Петр Налич отправился несколько лет тому назад. Как он появился? Загадка. У меня даже импровизация такая родилась. За какой такой безналич появился Петя Налич? Появился и исчез. А Европу нужно покорять, удивлять, брать, я не знаю, шоу, чтобы было яркое. Вот Дана Интернешнл из Израиля была, да? Был. В общем, оно там было. И, что характерно, победило. Или группа из Финляндии, группа Лорди, уроды вышли такие в масках резиновых. Дали 1-е место. У нас, знаете, таких фриков сколько? Пруд пруди! Они все стоят здесь за кулисами, готовы выйти на эту сцену. А давайте сейчас проведем независимый конкурс Евровидения 2011 в Хайфе, в Израиле. Готовы? Вы все члены жюри. Я буду судить только по вашим аплодисментам. Гран-при в ваших руках, дамы и господа. Поехали! Звезды на сцену! Грязь лицом и опять не вылететь с позором, предлагаю золотым кольцом взять их грудью и фольклором. Спецэффектов новых не боюсь, и по примеру Димочки Билана я не из рояля появлюсь, а из русского баяна.